отец, Учуков Магомед Шабазович, в 1944 году воевал на фронтах Великой Отечественной. И этот страшный день, конечно же, он об этом страшном дне не знал и не чувствовал этого, понимаете? И воюя, он, конечно же, не знал, что его семья, все родственники выселены именно в Казахстан. Они попали сначала в Казахстан. Мой отец воевал, конечно, достойно, получал награды, был представлен уже где-то в 1944 году и к званию героя Великой Отечественной. Но вернулись документы с шифром невозможно. И, естественно, был указан приказ по поводу выселения балкарского народа. Потому что у меня такой голос, мне кажется, все слышат. Поэтому не это. И вот только в 1947 году мой отец был демобилизован, потому что после окончания войны его еще направили на войну или как на борьбу с бандеровцами. Вот сегодня, когда мы слышим именно эти слова, бандеровцы, да, националисты, фашисты, становится, конечно, страшно. И в 1947 году он стал именно заниматься, своей, вернее, где находится именно его семья. Я что-то немножечко разволновалась, вы меня простите, пожалуйста. Вот. И Павел Федорович Батицкий, генерал армии, именно адъютантом которого он был всю войну, он ему тогда сказал, предложил: давай, Магометик, приезжай в Москву, когда уже его демобилизовали, и ты, значит, здесь получишь и образование, и так далее, и так далее. Но отец тогда сказал: нет, я должен найти свою семью. И он уезжает в Казахстан, находит свою семью, а потом перевозит ее в Киргизию. Вот эти 13 лет, значит, вместе со своим народом вся семья провела в Киргизии. Ну, что я могу сейчас еще вспомнить? Я вспоминаю те дни, когда мы ехали опять-таки в этих товарных вагонах, в которых, значит, народ был отправлен в изгнание в таких же вагонах и возвращался домой. Я помню вот одно, что мужчины и мой отец с ними, они даже не были рядом со своими семьями. Они все время ходили из одного вагона в другой, пели, разговаривали, и наконец-то везде звучала родная речь. Правильно?